эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Вот главные темы. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Среднеколымского района, который по неосторожности устроил пожар в лесу. Еще 55 человек заболели COVID-19 в Якутии. Растет число тяжелых больных, некоторые на аппаратах ИВЛ. В Москве состоялся турнир по масс-рестлингу, как это было в этом выпуске. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Среднеколымского района, который по неосторожности устроил пожар в лесу. В ходе предварительного расследования установлено, что в мае этого года обвиняемый произвел незаконный сельскохозяйственный пал на территории первого Кангаласского наслега, в результате чего произошло возгорание сухой травы и распространение огня на лесной массив. Выгорело более 6000 гектаров леса. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду, составила свыше 1 900 000 рублей. После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Целью возмещения причиненного преступлением ущерба прокуратурой района к обвиняемому также предъявлен гражданский иск. Участок автодороги Тойбохой-Жархан отремонтируют в Сунтарском районе в этом году. По информации управления строительного комплекса района, будет проведен ямочный ремонт 3 километров дороги. Также отремонтируют подъезд к селу Маркёль. Стоимость работ составит 3 миллиона рублей. Ремонт планируют завершить до 15 октября. Еще 55 человек заболели новой коронавирусной инфекцией в Якутии. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга по эпидситуации. 42 случая зарегистрированы в Якутске, остальные в Алданском, Булунском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Оленёкском, Сунтарском районах. Как отметил Айсен Николаев, в Якутии увеличилось количество тяжелых больных. Это 42 человека, 11 из них на аппаратах ИВЛ. Растет и число пожилых людей, больных COVID-19. Что касается коронавируса, я особо обратил внимание профильных министерств, в первую очередь Министерства труда и социальной защиты, что у нас появились, к сожалению, за последний месяц случаи заноса инфекции в закрытые социальные учреждения, дома престарелых, психоневрологические диспансеры, что, конечно же, говорит о несоблюдении со стороны персонала тех норм, которые не должны как раз допустить появление этой болезни в таких закрытых учреждениях. Поэтому здесь, конечно же, кроме ответственности непосредственно руководителя этих учреждений, необходимо говорить уже и об ответственности непосредственно самого министерства, потому что такая повторяемость, к сожалению, этих случаев с десятками заболевших, это, конечно же, говорит о определенных упущениях в работе непосредственно самого руководства Министерства труда. Я уверен, что все-таки меры будут приняты, и больше таких случаев у нас, такие, какие мы сейчас наблюдаем по городу Якутску, возможно, по Хангаласскому областу, таких случаев у нас все-таки больше не будет. Также в ходе брифинга глава региона подчеркнул, что школы в крупных городах и населенных пунктах республики необходимо обеспечить рециркуляторами воздуха. Причем сделать это необходимо до начала учебного года. По словам Айсена Николаева, работа в этом направлении пока идет медленно. Глава региона дал поручение министру образования Якутии решить этот вопрос. К слову, такими аппаратами необходимо оснастить не только школы, но и детские сады, СУЗы и вузы. Контроль за этим будет очень жесткий. Ко мне обращаются и жители городов и сел республики, обращаются педагогическая общественность. И, конечно, этот вопрос находится сейчас уже на моем личном контроле. Уверен, что все меры будут приняты, и 1 сентября наши дети смогут пойти уже и начать учебный год в нормальных условиях. Ну а между тем, совсем немного времени осталось до Дня знаний. Из-за пандемии коронавируса формат нового учебного года претерпит некоторые изменения. Накануне заместитель руководителя оперативного штаба Якутии Ольга Балабкина сообщила, что учебный процесс в школах республики будет проходить в традиционном формате, но количество учеников в классах сократят. Сколько детей в столице республики пойдут в 1 класс, узнавала Агафья Гоголева. Ежегодно нехватка мест в школах Якутска остается самой актуальной. По последним данным, в 43 школы Якутска зачислено 4816 первоклашек. Кроме государственных школ, есть также негосударственные, то есть частные школы. Это начальная школа Карамзиной, Сахат, начальная школа при педколледже, гуманитарный и восточно-сибирские лицеи. Но и это не спасает ситуацию. Есть дети, которые все еще остаются без школы. Дело в том, что мы живем на Хатын-Гурьахском шоссе, и по нашему адресу нет хорошей
хорошей якутской школы. А я хочу отдать ребенка именно, то есть мы с семьей хотим отдать своего ребенка именно в якутскую школу. По информации Управления образования столицы, открыты новые дополнительные классы в СОШ номер 16, 27, Саха-корейской школе, АИК-ИГАТА, Саха-гимназии и в ряде других школ. Отметим, что приемная кампания в первые классы продлится вплоть до 5 сентября. Всего по городу Якутску открыто дополнительно первых классов в количестве 12 комплект классов. Это означает, что создано дополнительно 525 мест. В школе номер 6 города Якутска, которая с этого года обрела статус общеобразовательного учреждения, из запланированных 4 первых классов открыла 5 из-за большого количества заявлений. Вместо 120 первоклашек теперь в школу придут 180 детей. Для того, чтобы открыть один дополнительный класс, мы, конечно же, пересмотрели свои площади. И вот здесь вот, так как вот на этой площади мы находимся, да, это у нас была игровая комната. И вот из одной игровой комнаты мы сделали 2 классных кабинета. В настоящее время Управлением образования города Якутска ведется работа по поиску подходящих помещений, зданий для размещения детей школьного возраста. Также на днях станет известно, в каком формате будут обучаться учащиеся школ столицы. Отметим, что новый учебный год будет, безусловно, другим. Агафья Гоголева, Григорий Николаев, Якутск. На Нерюнгринской ГРЭС приступили к глубоководному обследованию подводных частей гидротехнических сооружений. Такие обследования проводятся 1 раз в 5 лет. Этого периода достаточно для систематизации материалов и отслеживания изменений состояния сооружений в процессе эксплуатации. Полученные данные помогут оценить состояние, своевременно выявить дефекты и повреждения, влияющие на снижение эксплуатационной надежности не только проверяемых объектов, но и ресурсно-снабжающего предприятия в целом. При использовании применяются в основном методы неразрушающего контроля, так как невозможно брать какие-то пробы, снижать несущую способность сооружений. Средства в основном ультразвуковые, ультразвуковая толщинометрия, дефектоскопия, определение прочности бетона, остаточных толщин металлических конструкций. По ним, в соответствии с нормативно-технической документацией, судим об остаточном ресурсе сооружения и его текущем техническом состоянии. Новые кинозалы откроют в Ленске в этом году в рамках нацпроекта «Культура». Средства будут выделены благодаря участию в федеральном конкурсе «Фонд кино», который подразумевает выделение средств на оборудование и открытие кинозалов в малых городах. В Ленске есть один кинотеатр, но жители недовольны его работой из-за нерегулярных показов и возникавших технических проблем. Новый зал будет на 50 мест, на его оборудование выделят 5 миллионов рублей. Отмечу, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» и конкурса Фонда кино было открыто 5 кинозалов в Среднеколымске, Вилюйске, поселках Бердигистях, Батагай и селе Оленек. Театры Якутии готовятся к открытию. Зрители соскучились по постановкам и с нетерпением ждут начала нового сезона. На работу театры выйдут в августе, но театральные сезоны стартуют с сентября. По информации Минкультуры региона, сейчас уже работает алданский филиал филармонии, а именно ансамбль «Баланс», но с малым составом. В августе работу постепенно возобновят и некоторые республиканские театры. С первой половины августа откроется Мирнинский театр, во второй половине театр юного зрителя, театр оперы и балета, а также театр эстрады. В конце этого месяца назначен сбор труппы Государственного академического русского драмтеатра имени Пушкина. Отмечу, что в этом году он откроет по счету 130-й юбилейный сезон. Будем показывать не многонаселенные спектакли, да? Это в основном легкий жанр, комедийный. Есть некоторые у нас еще спектакли в репертуаре, которые коснутся этой классики. Постараемся еще сделать кое-какие корректировки в постановках, потому что, опять же, ограничения по количеству находившихся единовременно на сцене актеров. И материал, опять же, должен быть у нас по хронометражу сейчас не сильно длительный. Посмотрим. Ковчег с мощами святого Николая Чудотворца доставили в Преображенский собор Якутска. Сегодня была отслужена божественная литургия, которую возглавил архиепископ Якутский и Ленский Роман. Торжественную службу посетил и глава Якутии Сын Николаев.
Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Патаре. Первое чудо Николай явил при самом своем рождении, исцелив свою мать от тяжелой болезни. Он прожил достойную жизнь и, достигнув глубокой старости, мирно скончался. С IX века святой почитается как небесный покровитель державной власти. Перенос мы сделали в день Рождества Рождества святителя Николая для внимания общего, для сугубой молитвы, которая особенно нужна сейчас всем нам и в период пандемии, в период испытаний. Мы видим, что люди с радостью откликнулись на эту возможность такого широкого доступа и поклонения к мощам. Ежедневно в соборе совершаются особые молитвословия. В Москве состоялся турнир по масс-рестлингу и традиционный Всероссийский Олимпийский день, посвященный 40-летию игр Олимпиады 1980 года. В столице центральной площадкой объединенного мероприятия стал спорткомплекс «Лужники», где была подготовлена насыщенная спортивно-развлекательная и культурная программа с соблюдением всех мер безопасности. Подробности у Максима Кардозу. Тысячи москвичей и гостей столицы соскучились по крупным спортивным мероприятиям и не упустили возможность посетить Всероссийский Олимпийский день в Лужниках, где чествовали чемпионов Олимпиады 80-го года. Я решил психануть, встать пораньше и приехать за час до официального открытия, чтобы увидеть олимпийских чемпионов, на память сфотографироваться, поздравить, пожать им руку. Но это была лишь верхушка айсберга. Любители активного отдыха смогли посетить более 50 различных площадок, оборудованных под олимпийские и неолимпийские виды спорта. Здесь же, недалеко от центральной арены, проходил долгожданный в этом году открытый турнир города по масс-рестлингу. Хочется пожелать спортсменам ярких побед, зрителям запоминающихся эмоций. Молодежи только вперед, и пусть победит сильнейший. Московский летний турнир собрал десятки спортсменов из Владимирской, Московской, Тверской, Свердловской, Смоленской областей и Республики Татарстан. Награды были разыграны в 5 категориях среди женщин и мужчин. Традиционно самые зрелищные схватки состоялись в категории свыше 100 килограммов у мужчин. Победу здесь одержал титулованный спортсмен, обладатель Кубка мира Роман Калинин из Тверской области. А завершился праздник масс-рестлинга небольшим концертом. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами.